Да, здравствуй, Анатолий. Давай пройдемся сначала по твоей биографии. Тебе 33 года, ты закончил школу в Якутске, или я ошибаюсь? Расскажи, пожалуйста, где родился, где учился? Ну, по поводу биографии, тут ошибочка. Я родился в Вилюйске и школу окончил там же. То есть родился и А, вырос школу там. окончил. Ну, да, в городе Вилюйске. И потом ты в каком году переехал в Якутск? В 2010 году переехал в В Якутск. 2010 году. Мы хотели бы узнать о твоих родителях, я у тебя не спрашивал, да, кем они являются, откуда они сами, тоже вилюйские или как, кем работают? Ну, отец у меня умер, когда я был маленький, погиб в несчастном случае. Мама воспитывала нас, троих детей, одна, а, и работала в системе газовыбора. Но сейчас находится на пенсии. Вот в одном из комментариев на сайте Джокер ЕКТ была информация, что ты не можешь погасить долг своих родственников. Вот расскажи об этом подробнее. Брата Да, да. старшего. Да. Ну, как я Ага. уже говорил, он человек взрослый, он старше меня и за свои действия несет ответственность полностью сам лично. Вот. И, соответственно, я считаю, что он должен погасить долг самостоятельно. Это раз. Во-вторых, ну, разумеется, я когда этот комментарий прочитал, я сообщил ему об этом и сказал, что нужно как-то это уладить. Вот, и ты говорил, что вот, ну, мы проходимся по самым таким каким-то стрёмным моментам, ну, потому что так Да, 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 да. формируется, Да. да, у Я людей это, считаю, поэтому что люди должны все знать, э, абсолютно все, поэтому давайте, Игорь, дерзайте. Все неудобные вопросы, вот, которые у и вас есть, задавайте. ну вот по поводу вот примерно 2-3 года назад же и конфликт был в баре «Легенда», тоже вот журналисты поспешили, что вот указали на тебя, да, и ты потом говорил свое опровержение. Вот Да, это тоже, получается, не да. Давайте я повезло. расскажу про эту историю. Это случилось с моим родственником. У него фамилия точно такая же, как у меня. Имя начинается на букву А. У нас почти у огромного количества родственников имя начинается на А, и отчество начинается на Г. У меня Анатолий Григорьевич, у меня у сестры Алена Григорьевна, у брата там другое имя тоже на А. Есть еще другие братья, у которых тоже имя на А начинается. Но дело было такое. Мой родственник возвращался домой из бара «Легенда», на него напали, избили и ограбили. Вот. А на следующий день написали, что это был якобы я. И я в этот же день поехал в отделение полиции, записал видео. Это видео можете найти на моей странице ВКонтакте, где я снимаю на видео и у полицейского спрашиваю. Все заявления вы регистрируете. Вот мой паспорт. Скажите мне, пожалуйста, это был я вчера обратился по поводу нападения и ограбления? Или не я? Отдал ему паспорт, и полицейский прямо на видео говорит, что это не я. Так, еще вот по личной жизни, да, ты говорил, что был женат совсем короткое время. Вот, расскажи об этом и планируешь ли ты в будущем завести семью? Может быть, одинокие девушки заинтересуются тобой. Да, я действительно был женат недолго, 6 месяцев всего лишь. Да, это был спонтанный поступок, но в свое оправдание могу сказать, в момент регистрации брака мы любили друг друга, и потом позже поняли, что мы друг другу не подходим и разошлись. Мы остались приятелями, довольно-таки часто общаемся и узнаем у друг друга новости и пытаемся по мере возможности друг друга поддерживать. Вот. А по поводу Окей. дальнейших планов на отношения, ну, скажу так, сейчас те люди, которые оппозиционной деятельностью занимаются и находятся в оппозиции у власти, с ними может случиться все, что угодно. От того, что могут меня посадить, либо просто убить. Поэтому пока я занимаюсь и пока у нас в стране ситуация такая продолжается, я считаю, что думать о отношениях не совсем правильно, потому что тем самым я подвергну опасности и другого человека.
Вот некоторых смутило, что на твое имя была зарегистрирована компания, которая занималась денежным посредничеством. Часть посчитала, что это микрокредиты или микрозаймы. Вот. И отдельно стоят у тебя еще, на тебя были записаны предприятия, какие-то бары, подача напитков. Вот что это были за бизнесы, да, и расскажи о них. Денежное посредничество, это было зарегистрировано на мое ИП, это просто-напросто терминалы по оплате мобильной связи. Они были у меня в городе Вилюйске, они стояли, и я так работал где-то 2 года, почти что 2 года. А по поводу барных деятельностей и так далее, там несколько видов было. Это и ресторанный бизнес, и бары. Все это было записано, и мы собирались с приятелями открыть либо ресторан, либо бар, но ничего не открыли и не работали по этим юридическим лицам. И они закрыты. Если вы зайдете на сайт налоговой и введете ИНН этих компаний, то вы увидите, что они ликвидированы в связи с отсутствием деятельности. То есть эти предприятия вообще не работали, у нас не было никакой отчетности, никаких движений денежных средств, либо других материальных ценностей. И, соответственно, они были ликвидированы в связи с этим. По сведениям доходов, у тебя среди всех кандидатов самый низкий, да, ты зарегистрировал 17 тысяч рублей, это за 2020 год, да, недвижимости, автомобиля в собственности нету, и мы бы хотели узнать, на что ты живешь. Я живу в доме своих родственников, практически ничего не оплачиваю, у меня практически нету расходов, это действительно так. И мне помогают, разумеется, совершенно без расходов жить нельзя, и никоим образом не получится в современном мире. И мне помогают мои родственники, а также соратники, которые понимают, что я занимаюсь полезной деятельностью. Я пытался устроиться на работу. Это было после закрытия штаба Алексея Навального в 2018 году. Но куда бы я ни пришел, за мной следом ходили люди, и они угрожали предпринимателям, которые хотели меня принять на работу. В связи с этим у меня возникли трудности в трудоустройстве, и поэтому мне помогают мои соратники и родственники. В основном соратники помогают на самом деле. Если посчитать именно по объему помощи, который оказывается, то получается соратники больше помогают. А соратники, они кто? Там политики, там какие-нибудь олигархи? Или кто они? Обычные люди, некоторые из них члены партии «Яблоко», некоторые просто помогают, которые следят за моей деятельностью и поддерживают меня всячески. И их поддержка, на самом деле, их поддержка дает мне очень много сил, потому что без моральной поддержки я бы не смог продолжать заниматься политической деятельностью. И каждый, кто пишет мне в директе слова поддержки, вы мне даете силу. Спасибо вам большое. По политической карьере как раз-таки начнем тогда беседовать. Да, ты состоял в штабе Навального в 2017-2018 году. Что тебя сподвигло пойти в штаб Навального? И кто для тебя Алексей Навальный? За Алексеем Навальным я особо сильно не следил первое время. Потом, после видео с Дмитрием Медведевым больше на него внимание обратил. А позже он объявил о том, что будет участвовать на президентских выборах. И меня это обрадовало, потому что появилась какая-то альтернатива. Я открыл здесь, в городе Якутске, штаб, чтобы собирать подписи за выдвижение Алексея Навального. Как я уже постоянно повторяю, выборы должны быть с выбором. Выборы без выборов – это не выбор. И я поддерживал выдвижение президента Алексея Навального. Ты еще говорил, что ты был жертвой полицейского беспредела, когда с казахстанской однокурсницей ходил. Да. Расскажи про этот случай тоже. Да. Я с 14 по 16 год жил в городе Москве и политикой совершенно не интересовался. Меня вообще не интересовало, что происходит в нашей стране. И
я начал обращать внимание, что у нас в стране непорядок после, разумеется, полицейского беспредела. Полицейский беспредел – это та вещь, с которым сталкиваются большинство граждан. Мы со своей подругой спустились в метро, и нас остановил полицейский проверить документы. Я ему показал свой паспорт гражданина Российской Федерации, он сказал сразу «отойди», и начал проверять документы моей знакомой. Она гражданка Казахстана и училась в то время в городе Москва. Вот. Проверял, и в паспорте у нее были деньги. Небольшие, конечно, но приличная сумма для студента. И полицейский просто взял эти деньги себе, хотя у нее все документы были в порядке, никакого нарушения закона с ее стороны не было. Он просто забрал его и на наше возмущение сказал, что если мы будем возмущаться, он просто возьмет дубинку и отмудохает нас. И нам пришлось уйти. Вот что происходит на низовом уровне, от низового до самого верха. Полный беспредел полный беспредел и бесправие. Нету никакого равноправия. И обычные люди, любой человек может стать жертвой произвола. И после этого я больше начал обращать внимание на ситуацию в стране и то, что у нас неправильные вещи происходят. Я помню, ну не то, что даже помню, в новостной ленте, да, была также информация, что вот тебя избивали. Вот хотел бы узнать, как это было, как это произошло, сколько их было, и подавал ли ты заявление, какая была реакция на это заявление. Там. Ну вот про этот случай тоже расскажи, пожалуйста. Да. Перед открытием штаба Алексея Навального на меня было совершено нападение. Не могу сказать, что прямо сильное, что меня хотели убить или что-нибудь в этом роде. Очевидно, целью этого нападения было напугать меня, чтобы я не открывал штаб Алексея Навального здесь, в городе Якутске. Но я не стал сообщать об этом общественности, потому что люди боятся оказывать поддержку оппозиции, боятся помогать, либо даже открыто выступать в поддержку оппозиции в сети интернет, к примеру. Поэтому, чтобы не было оттока людей от деятельности штаба Алексея Навального, я об этом никому не сообщил. Ну, они тебе сломали что-то или там нос, бровь рассекли? Чем они били? Руками, ногами, дубинками? Ну, дубинки у них были, но били руками и ногами. Извините, что смеюсь, просто имейте в виду, имея дубинку, били руками. Для того, чтобы ты не сопротивлялся, наверное, да, скорее всего? Скорее всего, да. Как я понял, эта акция была устрашением, на самом деле. Меня хотели напугать. Я, разумеется, испугался. Скажу так, я не человек, который вообще ничего не боится. Я, как и все вы, как и все нормальные люди, многих вещей боюсь. Я боюсь, что меня посадят, могут меня убить, избить и так далее и тому подобное. Но страх меня не останавливает, потому что я в будущем не хочу жить со страхом. Не хочу оглядываться, не хочу бояться полицейских. Я хочу, чтобы у нас полиция помогала людям. Я хочу, чтобы, если у меня какая-то проблема возникнет в области правопорядка, чтобы я мог с уверенностью пойти в отдел полиции, где мне окажут помощь. Вот. Я хочу, чтобы у нас в стране так и было. А не так, чтобы бояться полицейских, бояться высказывать свое мнение, говорить, что я думаю и так далее. Я не хочу жить в страхе. Я еще молодой, мне 33 года, и я пошел в политику, потому что хочу изменить ситуацию в стране, чтобы в нашей стране человека уважали. И успеть пожить в этой стране не старым. Я хочу успеть пожить молодым еще молодым, в хорошей стране. Это моя мечта, к которой я стремлюсь. И для осуществления этой мечты я сделаю абсолютно все. Почти абсолютно все, кроме насилия. А вот это было как-то в подъезде, да, вроде как? Или это на улице прям? Или они тебя позвали куда-то? Как это вот?
Это было на А, улице тупо, рядом с это моим домом. Да, это было на улице рядом с моим домом в вечернее время. Там, получается, улица Строителей, ну, перекресток улицы Строителей Дзержинского. Там рядом с магазином Гурман, наверное, знаете, там Дзержинского 53, что ли, или 51. ну Рядом. где ЕКСМК? Да, где ЕКСМК. Ты рассказывал, что вот когда они поняли, что тебя не запугать, вообще, ну, вот, попытка угрозы, ну, вот такой вот физическая была единожды или несколько раз? И вот Нет, единожды, да? один раз. Да. Хорошо. Ага. И ты рассказывал, что когда они поняли, что тебя запугать не удастся, они попытались тебя подкупить. Вот расскажи, пожалуйста, об этом подробнее. В 2018 году ко мне отправили человека, знакомого, хорошего знакомого нашей семьи, специально его отправили, чтобы я не назвал имя, скорее всего. И мне предложили два варианта на выбор. Первая из них была квартира в Москве и очень хорошая сумма. Я должен был оболгать Алексея Навального. И второй вариант, если меня это не устраивает, то я получаю квартиру здесь, в Якутске, немного денег и просто не занимаюсь политической деятельностью. И, разумеется, я от обоих вариантов отказался. Ну вот это вот получается варианты кнута и пряника, да? А они не сказали, типа, ну вот или ты вот это принимаешь, или тебе как бы крышка, мы тебя забьем, такого не было. Не было, просто предложили два варианта на выбор. Ты говорил о том, что вот у тебя есть страх, да, ты обычный человек, но при этом как бы идешь до конца, и ты говорил, что у тебя есть друг, который этому научил, он из Верхневилюйска. Ты сказал, что это не Паскачины и не то мусор, да? Вот. Хотел узнать, вот этот друг, он у тебя политик или ну, просто обычный человек? И он обычный, да? И вот и вопрос, да, то есть он тебе показал это своим примером, как бы своему отношению к жизни, или есть какая-то методика, может, психологическая, ты расскажешь людям, как быть, чтобы не бояться, чтобы преодолевать страх? Да, это совершенно обычный человек, это он меня говорил, что надо так действовать, это было очень давно, и методика у него была такая, это застолье, вот. Но его слова действительно впали мне в душу, потому что, ну, с детства я был немного человеком, который многих вещей боится. И я подумал о том, что если я буду бояться всего и прятаться, то подумал, что это не жизнь на самом деле. И поэтому страх не должен останавливать человека. Если человек знает, что он прав, что если правда на его стороне, то он сильнее и должен преодолеть свой страх. Вот. Да, и он из Верхневилюйска. Ну, и своим примером иногда действительно показывал то, что несмотря на страх, он идет вперед. Вот. Ну, разумеется, бывают и всякие компромиссы и так далее и тому подобное, но я такой человек, который в абсолют многие вещи переводит и, соответственно, идти вперед и все. Вот на данный момент ты председатель регионального отделения партии «Яблоко», правильно? Да. И расскажи, пожалуйста, подробно, в каком году ты им стал и каким образом? Да, в 2020 году я вступил в партию «Яблоко». Ну, сперва написал заявление о вступлении в партию «Яблоко». Меня отговаривали вступать в партию. Это отговаривал меня председатель отделения партии «Яблоко» не писать заявление. Но я все же написал заявление. Потом через некоторое время не было никакого фидбэка, то есть отклика по моему заявлению, не приглашение, допустим, на заседание, где будут принимать решения о принятии в партии, либо вообще ничего не было. Соответственно, я вышел на связь в головное отделение партии «Яблоко». Там у нас в уставе написано, если человек написал заявление о вступлении в партию и нет никакого ответа, человек имеет право обратиться в вышестоящий орган. У нас в уставе прямо так и написано. Я, соответственно, прочитав устав, обратился наверх и сказал о том, что я вот написал заявление и нету никакого ни решения, ни ответа, ни отказа, вообще ничего нет.
у них какие-то внутренняя проверка, что ли, началась, или что-то в этом роде, я подробностей не знаю, но через некоторое время предыдущий председатель был отстранен от председательства, и меня, и, как оказалось, еще много людей написали заявление о вступлении в партию. И меня, и других лиц приняли в партию, о чем нам всем сообщили. И как раз-таки в мае 2020 года была запланирована, прямо запланирована, каждые 2 года общее собрание происходит, где выбираются руководящие органы региональных отделений. Было запланировано общее собрание. И я туда пришел, выставил свою кандидатуру в качестве председателя Якутского регионального отделения и единогласно был выбран председателем. Я сам тоже про партию «Яблоко» не особо знаю, да, по-моему, она только сейчас начинает раскрываться, да, и вот я думал, что там Явлинский, допустим, сейчас главный, да, а на самом деле Рыбаков, вот я тоже об этом не знал. А скажи, пожалуйста, вот что такое «Яблоко» вообще на данный момент и что за лидер вот Рыбаков у этой партии на данный момент? Ну, я сам решил вступить в партию «Яблоко» только после того, как председателем стал Николай Рыбаков. Это человек молодой, вот, очень энергичный, очень демократичный. Он за законность, за изменения в стране с помощью выборов. И он эколог, что для меня тоже очень сильно важно. В экологии, честно скажу, я сильно не разбираюсь, но я уважаю всех экологов, потому что среди экологов мало людей, которые идут на сделку с совестью. Эколог – это призвание. Вот. И после того, и я следил за деятельностью Николая Рыбакова, и после того, как он стал председателем партии «Яблоко», я решил вступить в партию. Он стал председателем в декабре 2019 года. А я после того, как он стал, сразу после Нового года практически обратился в Якутское региональное отделение, чтобы меня приняли в партию. Многие задаются вопросом, да, ты видел, да, что нас назвали ядросами-то в этом? Ну, в какой-то из таких вот. Да. У меня вот сейчас, смотри, вопрос. Да, почему тебя вообще не убрали перед выборами, да? Как они допустили тебя вот до практически финишной прямой, как ты думаешь? Ну, меня пытались убрать с выборов. Перед решением я настоял, чтобы мне дали выступить. Я выступил и сказал прямо о том, что выйду на сухую голодовку и буду умирать на улице, на глазах у всего мира в режиме онлайн до тех пор, пока меня не восстановят в качестве кандидата или пока я не умру. И это их остановило. Остановило от того, чтобы снять меня с выборов. Это же весь мир бы наблюдал за этим. Как человек умирает за право быть избран. А только избиратели, только люди решают, кто станет их депутатом. Дайте такую возможность людям. Пускай они выберут. Если действительно я такой плохой, люди за меня не проголосуют. В чем проблема? А по поводу критики о том, что мы с тобой работаем во благо Единой России, так они обвиняют нас в одном и том же предложении, что мы единороссы и что мы навальнисты. Там пускай они определятся, либо мы единороссы, либо навальнисты. Это несовместимые вещи. Ну, в целом, смотри, наверное, они как-то тебя недооценивали, да, и да, не рассчитали, что ты... Да. Сперва они недооценивали мою кандидатуру и думали, что у меня нет никакой узнаваемости, тем более в районах. И меня допустили и увидели. Кстати, вот это снятие же, заседание по вопросу моего снятия, оно возникло после опроса в ЦИОМ. ЦИОМ опрашивал именно районы по голосованию по одномандатному округу. Они спрашивали национальность человека и за кого они будут голосовать по одномандатному округу. Прямо мне с районов много кто написал по этому поводу. Вот. И сразу после опроса они объявили о заседании, где будет решаться вопрос о реагировании на информацию с Министерства юстиции. Соответственно, они поняли, что допустили ошибку, что меня допустили до выборов, извините за тавтологию. Вот.
их попытались снять. А тут я готов выйти и, ну, сухая голодовка – это вещь очень опасная и очень серьезная, а я вешу 59 килограммов. У меня очень быстрый метаболизм. Я бы там, если бы вышел, умер бы максимум, учитывая еще холод по вечерам, я бы умер дня за 2-3, ну, максимум за 4 точно бы умер на улице. Ну, надеюсь, что до этого не дойдет, да. Нет, подожди-ка, смотри, ты сейчас сказал, что про опрос в ЦИОМ, да, а я просто знаю, что опрос вот News ЕКТ, ты там победил Тумусова, да, а опрос в ЦИОМ что сказал? Какие шансы? Они не опубликовали этот опрос. Но после сразу опроса, когда опрос этот закончился, они, ну, окружная избирательная комиссия подняла вопрос о снятии меня с выборов в Государственную Думу. То есть они провели действительно настоящий опрос и увидели, у кого больше шансов выиграть эти выборы. И, соответственно, попытались меня снять. Но в том результаты не опубликовал. Ты известен на данный момент, да, что вот ты делаешь митинги, пикеты. И расскажи, пожалуйста, какую пользу принесла вот твоя деятельность якутянам на данный момент? Расскажу про компанию, общественную компанию по бесплатному проезду для всех школьников. Я его начал в 2019 году. Мы собирали подписи через интернет, чтобы школьники ездили на автобусах бесплатно. Все, абсолютно все школьники. Вот. И для того, чтобы и не только школьники, но и студенты могли приобрести себе проездной билет на учебный год за 1000 рублей. Мы собирали подписи, собрали достаточно много. Тогдашний мэр города Якутска Сардана Владимировна начала поднимать этот вопрос на планерке каждый понедельник. Ну, не каждый понедельник, но по понедельникам через неделю обсуждали этот вопрос. И начали нагло врать о том, что для того, чтобы обеспечить бесплатный проезд для всех школьников, там потребуется более 300 миллионов. Хотя они для школьников с 1 по 4 класс тратят 18 миллионов рублей. Это в год, в один учебный год, 18 миллионов рублей. А школьников с 5 по 6 класс чуть-чуть больше, с 1 по 4 класс. И им бы потребовалось бы дополнительно тратить 23 миллиона рублей в год. Дополнительно к тем 16 миллионам. Вот. И мы надеялись, мы очень надеялись и пытались выйти на связь к Сардане Владимировне, чтобы обсудить компромиссный вариант какой-нибудь, чтобы там студенты могли приобретать не за 1000, мы специально сказали 1000 рублей, чтобы у нас была амплитуда переговоров побольше. И договориться, допустим, чтобы студенты покупали за 2500 проездной билет на год, к примеру. Вот. Соответственно, но никакой обратной связи не было. С нами отказались говорить, никто об этом не хотел, никто с нами не хотел это обсуждать. Более того, мы еще поговорили с автобусниками, чтобы они снизили цену еще, на самом деле. Сейчас, на самом деле, водители автобуса могут снизить цену, если Алмаз-Агенбанк не будет их красть у них денег. Алмаз-Агенбанк крадет у автобусников огромное количество денег. Плюс еще комиссию собирает. Плюс еще очень много жалоб на Союз Авто, которая заключила контракт с мэрией города Якутска и которая собирает дополнительно с автобусников деньги и так далее. И мы хотели обсудить и этот вопрос, и вопрос по проездному студентов, и по школьников, и прийти к компромиссному решению, чтобы и автобусники снизили, и школьники ездили бесплатно. Для этого много денег не потребовалось бы. И самое главное, для этого нужно было бы просто исключить вот этих посредников, которые на самом деле ничего не делают, но собирают деньги. Со всех. Ну и с пассажиров, получается, которые оплачивают, и у автобусников. Наша компания, она была не зря. Из-за того, что был большой отклик у людей,
мэрии города Якутска пришлось детям, старшеклассникам из многодетных либо из малообеспеченных семей обеспечить бесплатный проезд. Поэтому мы кое-чего, но добились. Вот сейчас, вот, допустим, акция голодовки, да, и, допустим, твое резкое высказывание вчера или позавчера на дебатах вот по поводу Владимира Путина, оно выбивается из контекста менталитета, скажем так, и вообще общей обстановки, да, и, ну, некоторая часть людей шугается с этого. И я вот хотел узнать, насколько, вот, и согласись, ну, такие выпады для людей, для граждан неподготовленных, оно вот граничит где-то между храбростью, дерзостью и безумством, да. И я хотел узнать, насколько ты готов продолжить ту же риторику и те же способы, когда станешь депутатом. И вообще в целом, чем ты займешься в первую очередь? Я бы не сказал, что это дерзость или что-нибудь в этом роде. Это просто правда. Правда, которую никто не проговаривает. Правда, которую все скрывают. Я не могу не говорить правду. Все знают, что Владимир Путин коррупционер и вор. Он крадет у нас будущее. И я обязан говорить правду. Большинство людей знают положение, какое положение у нас в стране. Я должен говорить просто-напросто правду. И по поводу вот, первых моих действий в случае получения мандата, это посещение политических заключенных. В первую очередь нужно посетить Александра Габышева, потому что он наш земляк. Кто бы что бы ни говорил, я сам атеист, я вообще ни во что не верю. Вообще не верю. Но Александра Габышева преследуют за его слова и за то, что к нему много людей прислушивается. И Александр Габышев не представляет абсолютно никакой опасности ни для себя, ни для окружающих. И судьба Александра Габышева волнует очень многих якутян. А если я получу мандат, я автоматически становлюсь представителем всех якутян. И, соответственно, должен действовать так в интересах жителей Якутии. И моя деятельность должна быть направлена для того, чтобы обсуждать и решать те проблемы, которые волнуют жителей Якутии. В том числе вопрос незаконного преследования Александра Габышева. Поэтому я, когда получу мандат, первым делом нужно посетить огромное количество политических заключенных, в том числе и Алексея Навального. И самое главное, знаете, кого надо посетить? Это людей, которые сейчас сидят в тюрьмах за то, что вышли 23 января. У нас появилось огромное количество политических заключенных в начале этого года. И про них никто ничего не говорит. Мне нужно будет к ним тоже съездить и узнать, как я им могу помочь. Сказать, что страна их не забыла, люди помнят о них, и люди интересуются их состоянием. Угу. И еще, и еще хочу сказать, добавить, хотелось бы, про которое многие говорят, что мне не следует упоминать. Вот. Свидетели Иеговы. Все тоже по-разному относятся к этим людям. Ну, я вот что хочу сказать. Давай повторим, что свидетели Иеговы — это движение, запрещенное в Российской Федерации, вот, и признано законом экстремистским. Мы обязаны это проговаривать, это требует закон. Вот. И этих людей преследуют за то, что, по мнению властей, они неправильно верят, либо молятся, я не знаю, в Бога. Неправильно либо молятся, либо верят, я не знаю, что в головах у ФСБшников. Но люди имеют право верить так, как им хочется, как они чувствуют. Мы уже вписали Бога в Конституцию. Путин вписал Бога в Конституцию. Скоро нас, жители Якутии, огромное количество жителей Якутии являются язычниками. Да? Скоро, если такими темпами пойдет, скоро и нас начнут преследовать, жители Якутии. Скажут, мы неправильно верим в Бога. И либо скажут, вы верите в Бога, а вы верите в духов, а духов нет, и есть только Бог. Значит, вам тюрьму. Мы к этому идем. И этот вопрос тоже нужно обсуждать.
Нельзя преследовать людей за их убеждения, за религию, за национальность, там, за еще какие-либо различия. Есть человека можно сажать в тюрьму только тогда, когда этот человек совершил преступление. Все. И все. Так должно быть. Это моя позиция. Личная и не только моя, но и партия Яблоки. Вот в первую очередь, хорошо, ты посетишь политических заключенных, а в целом длится же должность в течение 5 лет. Вот примерно какие действия, да, ну, понятное дело, что, наверное, законодательная инициатива там, во втором чтении где-то можно будет запрыгнуть, да, а там добиться, ну, смотря, опять же, какую законодательную деятельность вести, да, и вот основное какое-то направление, можешь сказать, за эти 5 лет, какие будут конкретно? Ну, как я уже говорил, это защита свобод и прав наших сограждан, но еще персонально для Якутии это будет следующее, не только для Якутии, и по другим регионам тоже, скорее всего, нам придется работать, потому что у нас с партией Яблоко немного депутатов будет, и нам придется работать по всей России. Предстоит огромная работа. И я планирую работать следующим образом. Депутаты Государственной Думы не имеют права не принимать. Вот, губернатор, мэр и так далее и тому подобное, руководители правоохранительных органов не могут не принимать депутатов Государственной Думы. Есть какая-то проблема, которая не решается годами, мы с инициативной группой граждан просто пойдем к ответственному чиновнику и заставим его все вместе сделать его работу. Просто-напросто. Ну, тупо, по-простому, если сказать, я буду их доставать, доставать до тех пор, пока они не сделают свою работу. То, что они и так должны сделать на самом-то деле. И на которые деньги выделяются. Вот. Мы их заставим работать. У меня вот такой случай был. Я работал в Мегафоне с 2010 по 2012, что ли. Да, работал в Мегафоне. Я стал руководителем магазина. И там было 2 кассы, одна из которых не работала совсем. Я написал заявку, чтобы нам кассу починили. Мне сказали, что техник сказал, что времени пока нету, там еще какой-то провод нужно заказать, или что-то в этом роде, я подробности не помню. И мне сказали, что нужно ждать. А ждать сколько, непонятно. Мы прождали почти неделю, никакого ни ответа, ни привета. Поэтому я просто в одно утро поехал к нему в офис, сказал: одевайся, поедем ко мне, ты мне починишь кассу. И все. Он сказал, что хотя бы дай попить, допить кофе. Я его просто взял, привез в магазин. И он сделал эту кассу за 5 минут. За 5 минут. Просто нужно... У нас такие чиновники, их нужно пинать. Вот. А чтобы чиновников пинать, нужно быть облаченным властью. Обычных людей они, к сожалению, не слушают. Не слушают. Если я буду облачен властью, которую дадут мне жители Якутии, я эту власть употреблю для того, чтобы действительно работать в интересах жителей Якутии. Для меня это приоритет, потому что я человек обычный, самый обычный человек. Я не представитель ни крупного бизнеса, ни чиновничьих кланов. Если я стану депутатом, это только благодаря людям. И я обязан, и буду не только должен и обязан работать, но попросту, если я не буду работать, я потеряю моментально поддержку людей, и меня сразу съедят. Прямо моментально съедят, если я потеряю поддержку людей. И чтобы эту поддержку не терять, мне, даже если подумать с этой стороны, да, просто человеку, который меня не знает, что я хочу, не хочу, буду работать во благо людей. У меня просто выбора нету. Иначе либо это, либо смерть, либо тюрьма. И все. Если смотреть глазами человека, который не интересуется политикой, если посмотреть, даже исходя из этой логики, нужно голосовать за меня. Вот как относишься к нынешней централизации и вертикали власти, и как будет лучше для Якутии? Я по поводу вот федерализма.
Да. Нам нужна настоящая федерализация, чтобы люди на местах решали свои проблемы, а чтобы не звонили Путину на прямой эфир и сказали, и говорили, у нас там крыша течет, нужно его починить. Этим заниматься должна местная власть. А чтобы она занималась этим, местной власти нужно деньги и полномочия. У них нет ни денег, ни полномочий сейчас. И поэтому, чтобы решить какую-то проблему, которая есть на местах, там, не знаю, починить дорогу, там, отремонтировать школы и так далее и тому подобное, вот муниципальным главам приходится идти на поклон к Айсену Николаеву. Прямо буквально. И кто будет больше, ну, грубо говоря, лизать в задницу Айсена Николаева, тот получит деньги. А Айсен Николаев вообще не заинтересован, чтобы жизнь якутян улучшилась. Для него чисто фасад, чтобы хороший был. Он такой хороший, прям развитый и так далее и тому подобное. И все, больше его ничего не интересует. Ну, еще интересует алмазы на севере, которые он лицензии получил. За сколько там, 5000 было, да, или что-то около того суммы. Вот, поэтому нам нужна настоящая федерализация. Если у людей будет полномочия на местах и деньги, они прекрасно и без всяких президентов Российской Федерации решат свои проблемы на местах, моментально. И все. Нам нужна настоящая федерализация. И вот нам же еще постоянно по телевизору говорят, что не только по телевизору, есть такая легенда, что Россия очень большая, поэтому ей трудно управлять и так далее и тому подобное. Эта проблема решается настоящей федерализацией. Один человек, постоянно в нашей стране было так, что один человек хочет управлять всем, абсолютно всем. Какая школа будет построена там в каком-то селе у нас в республике, либо там какой памятник поставят на площади в Москве и так далее и тому подобное. Эти вопросы должны решать люди самостоятельно, именно местные жители. И когда у нас будет настоящая федерализация, появится интерес к политике. Он в разы поднимется, потому что люди узнают и будут понимать, что от них зависит, как они будут жить, где построят школу, где отремонтируют дорогу, где построят новую дорогу, мост и так далее и тому подобное. То есть появится интерес людей к политике, и люди начнут участвовать в жизни страны, своего поселка, города и страны в целом. И тогда уже ответственность будет на людей, которые выбирают своих представителей, глав и так далее и тому подобное. Более подробно ответил. Ну, можно вообще конкретно углубиться по этому вопросу, да, по поводу вертикали власти и по поводу федерализации. Да, по поводу вертикали власти и федерализма, на самом деле мы тут можем общаться часа два, я думаю. Вот. Ну, я общую картинку обрисовал, как мы видим. Вот. Нужна настоящая федерализация. Хорошо. Только с настоящей федерализацией мы можем развиваться, и люди смогут участвовать в жизни своего населенного пункта. И действительно принимать решения. Наше интервью подходит к концу. У меня для тебя есть блиц. Да, ну, вот так смотри, уже 50 минут прошло, да, поэтому, да, я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Вопрос. 3 выдающиеся имени Якутии вне политики. Нургун Батур, Тыгын Дархан, который пытался сделать, ну, создать государственность. Вот. Насчет третьего я затрудняюсь ответить. Но нет, смотри, Нургун Батор, ну, он легендарный, да, Тыгын Дархан более реальный, а я тебе говорю, что именно вне политики, ну и желательно, как бы, нынешнее время живущие. Кого ты уважаешь из тех, кто там, может быть, из культуры там, или из музыки. Ну, есть человек, которого очень сильно я уважал, но этот человек призвал проголосовать за изменения в Конституцию, поэтому я им разочарован, поэтому не назову имя. А кто это был? Ну, может быть, но он из политики или нет? Да, он из политики. Вот, я
Да, скажу честно, спортом не интересуюсь. Вот. Меня с детства интересовала политика, и вне политики я людей мало замечаю. Да, это действительно минус, вот, но как есть, это правда. Я вот Хорошо, максимально открытый и действительно затрудняюсь ответить про людей, которые вне политики. Действительно хорошо. затрудняюсь, я за ними не слежу. Мгм. 3 ныне живущих политика, кому якутяне могут доверять. Со всей России или только якутские политики? Нет, Якутии. Ну что, Россия? На России там ответят, да. Именно по Якутии. Как ты, ну как, по твоему представлению? Ну, со всей ответственностью могу сказать, жители Якутии, вы можете мне доверять. А насчет других вы должны сами решать, кому вы можете довериться. Это ваш личный выбор. Лучшее место в Якутии для отдыха. Ну, у Амгитского района очень хорошая природа, там есть всякие там паласы, вот Нивы очень красивые есть. Я много Якутию не посещал, но в Амгитском районе был, и там нас отвозили в поле такое очень красивое, там пейзаж очень хороший, рядом с рекой. И очень красивое место, мне очень сильно понравилось. Вот. Ну, а также я люблю свой город, свою природу, там, Вилюйск, там зато песок, зато нету базарана. Тоже очень хорошо. И да, у нас Окей. да, у озера, места купания, там внизу везде всегда песок. Тоже очень хорошо. А, я не знал ты насчет видео. Деньги или честь? Честь, разумеется, честь. Потому что мы... Честь или жизнь? Честь. Точнее, не честь, а совесть. Для меня честь и совесть – это одно и то же. Потому что мы живем сейчас в информационном мире, где правду скрыть нельзя. И всякое отступление, либо сделка со своей совестью, оно выйдет наружу. Поэтому все, что есть сейчас, это у человека должна быть совесть и репутация. И в будущем, и это будущее наступит, и это будущее ближе, чем мы думаем, где репутация будет решать решающую роль. Это был Анатолий Наговицын. Спасибо большое, что были с нами. Сейчас мы будем отвечать на вопросы зрителей. Примерно, ну, где-то полчаса, посмотрим по времени, да? Ваше мнение по делу Габышева. По делу Габышева дальнейшие планы по делу. Посетить его, рассказать ему, что якутяне за него переживают, что его поддерживают, и оставаться с ним всегда на связи, и оказать поддержку такую, какую возможно. В судах у нас нету сейчас независимых судов. В судах найти правду будет очень трудно. Я думаю, я бы посоветовал и очень бы хотел, чтобы параллельно вот с апелляциями внутри России также параллельно работали с апелляцией в ЕСПЧ. Чтобы юристы в этом направлении работали, потому что очередь в ЕСПЧ огромная, и там дела рассматриваются не так быстро. А также указать в том, что человек уже находится в тюрьме, и тем самым ускорить рассмотрение дела Александра Габышева в ЕСПЧ. Что бы ни говорили, но даже сейчас по нашей новой конституции ЕСПЧ находится выше наших судов. Это раз. Во-вторых, и решение Европейского суда по правам человека нам бы помогло защитить права, вообще освободить Александра Габышева. И еще плюс, если человек с депутатским мандатом, не просто депутатским, а мандатом депутата Государственной Думы, будет поддерживать Александра Габышева и ходить на судебные заседания, это сыграет очень большую роль в защите для того, чтобы освободить Александра. Дальше просто, если бы какой-нибудь депутат сходил бы в СИЗО, и это бы уже сыграло очень большую роль. Как относились и относитесь к алкоголю? Я отношусь к алкоголю нейтрально, но сам вообще не пью. Почему я не пью? Потому что алкоголь разрушает мозг.
Вот почему я не пью. Если бы он не разрушал так сильно мозг, я бы, возможно, частенько бы выпивал. Да, все имеет свои последствия, да. А вот люди спрашивают как раз-таки про вуз, я забыл спросить. У тебя, по-моему, не было, да, высшего образования. Для некоторых людей это прям очень важно. Вот скажи свой комментарий по этому поводу. Да, действительно, я свое образование не закончил, учился на юриста, вот, но была же новость, 74-летняя или 73-летняя студентка, да? Все еще впереди, я могу всегда восстановиться и продолжить свою учебу. Это раз. Во-вторых, сейчас у нас в стране, страна у нас сейчас сословная. Сословно. Есть полицейские, сословие полицейских, силовиков, грубо говоря, там полицейские, прокуроры, там работники Следственного комитета, есть судейское сословие, которое чуть выше стоит их, есть чиновничье сословие, которое выше судейские и так далее и тому подобное. Сейчас у нас страна сословная, и любой обычный гражданин, чтобы добиться успеха ему будет очень трудно, потому что ему мешают эти сословия. И образование здесь уже не играет большую роль. Сейчас нужно поменять страну, чтобы страна перестала быть крепостной, сословной. И все. А после этого можно будет подумать о образовании. Смотри, ну вот как раз-таки спрашивают про КПРФ. Я обосновал, да, свое мнение, почему нужно голосовать за КПРФ. Ну, потому что в первую очередь это против ядра и против «Справедливой России», которая действует в постоянном тандеме, да. Не сказать, что КПРФ для них тоже, ну, это тоже марионеточная, по сути, партия, но это просто альтернатива, да, ну, для меня, чтобы Единая Россия не заняла парламентское большинство. Как ты относишься к этому и как ты относишься вообще к КПРФ? Ну, к КПРФ я плохо отношусь. Вот. Они уже показали себя в прошлом веке, на что они способны, эти люди. И вот с твоим видео я не согласен, категорически. Я призываю голосовать за партию Яблоко. Почему? Потому что мы на этот раз преодолеем 5% барьер. И именно поэтому наших кандидатов снимают уже не только по одномандатным округам, но и по спискам начали снимать. Потому что власть боится нас. Потому что они знают, что мы преодолеем 5% барьер. И они пытаются сейчас снять самых ярких и жестких и людей, которые не боятся говорить правду. Всех этих людей сейчас пытаются снять. Сейчас идут судебные заседания и так далее. И именно поэтому нам не разрешают здесь, в Якутске, проводить кубы и полноценно проводить агитацию. Нам запретили это делать. И мы сейчас от имени партии Яблоко не можем полноценно агитировать за нашу же партию. Вот почему. И этот показатель, это маркер того, что партия Яблоко преодолеет 5% барьер. И с вашей помощью у нас будет больше депутатов, нормальных людей в Государственной Думе. Что будете делать, если вас не изберут? Я пока об этом не думаю, потому что сделаю максимум, чтобы меня избрали. А если не изберут, подумаем о этой ситуации, когда после выборов. Не изберут, не изберут. Жизнь продолжается, политикой я все равно буду заниматься, потому что у меня нету других опций. В любом случае, политикой и общественными вопросами я буду заниматься. Так, вот отметили, я прочитаю на якутском, потом переведу сразу для зрителей. Ну, челы мельтахтанде, ну, хайдах туларгон. Ты говоришь плохо на русском, да, вот, ну, дикция, да, обратили внимание. Вот что ты насчет этого скажешь? Да, действительно, у меня есть акцент, и с дикцией на русском языке не очень хорошо у меня получается. Я над этим работаю каждый день, чтобы у меня и дикция, и акцента было поменьше и так далее. Но я говорю на русском, потому что русский язык знают все жители Якутии. А вот, к сожалению, якутский не все знают. У нас республика многонациональная, и все нации, которые проживают в республике, знают русский язык. Поэтому я говорю на русском языке, чтобы меня все поняли,
чтобы все люди, проживающие на территории нашей республики, знали, что у них есть вот такой человек, который готов защищать их интересы. И вне зависимости от того, человек владеет русским или не владеет там якутским и так далее, вне зависимости от языка, я буду защищать абсолютно всех граждан Российской Федерации. Абсолютно всех. И представлять их интересы. Дефицит финансирования вот, по поводу пожаров. Вот, наверное, это одному человеку сложно как-то, да, повлиять? Или что ты сможешь сделать, когда станешь депутатом по поводу лесных пожаров? Ну, с помощью народной поддержки можно сделать огромное количество полезных дел на самом-то деле. И по поводу лесных пожаров, чтобы таких пожаров у нас в будущем не было, нужно сделать следующее. Восстановить лесную службу. Восстановить лесную службу, которую уничтожили в 2007 году. В 2006 декабре Путин подписал закон. После этого лесная служба была практически ликвидирована. Нужно их восстанавливать. Они мониторили лес. Нужно вернуть им полномочия. Сейчас у лесной службы нет даже полномочий, чтобы проверять людей, которые занимаются рубкой леса, либо у них нет полномочий проверять сельскохозяйственные угодья на предмет пожаробезопасности. У них нет полномочий. Они не имеют права даже прийти в лес, да, и проверять этот лес. Все ли там в порядке. У них нет сейчас полномочий. Нужно восстанавливать полномочия, расширять их штат и оснастить техникой. И они будут мониторить лес, где-то возникнут пожары маленькие. Все пожары всегда маленькие. И раньше они тушили в зародыше, точно так же будут тушить в зародыше в будущем, если мы восстановим лесную службу. Нужно восстановить лесную службу и дать им вернуть, даже не дать, а вернуть полномочия. И все. У нас таких больших пожаров не возникнет. Вот хорошо отметили, что у Егора Борисова, ну, если говорить про речь, ну, вообще, в целом, я тоже разделяю мнение, что, ну, как говорит человек, конечно, важно, да, но, по-моему, с каким рвением он готов действовать, а не говорить, это гораздо важнее. Вот. И про Егора Борисова сказали, что у него речь была хуже, да? Вот, поэтому чего беспокойтесь за Наговицына, который вообще-то говорил на протяжении всего этого времени на русском языке. Да, живем в эпоху интернета, где все видно, кто и кем является. Поэтому, да, действительно, раньше, когда интернета не было, то человек, как говорить и как держится, играла огромную роль. Но мы все люди разумные, все понимаем, кто есть кто. И согласно этому нужно выбирать людей. Вот, по предвыборной кампании, по предвыборной программе, Мария Гена спрашивает, что скажешь, какая программа у тебя есть, что какие-то там тезисы, какие-то наметки оттуда можешь рассказать, пожалуйста? Да, мы должны идти по европейскому пути. По европейскому пути. Равенство всех перед законом, уважение к человеку, уважение к творчеству и созидательной энергии человека. Защита собственности. У нас сейчас нет никакой защиты собственности. Любой там прокурор, либо ФСБшник может прийти и отнять бизнес сейчас. На первом месте должна быть свобода, права, свобода слова. И среди них собственность, защита собственности. Мы должны защищать собственность других людей. Люди развиваются, работают и богатеют ради того, чтобы отдать это, помочь своим детям. И каждый человек хочет после своей смерти оставить результат своей работы своим детям. Мы должны защитить их стремления. Основное это у нас европейский путь развития. Ну и все базовые ценности и базовые свободы. Это свобода демонстрации, свобода слова. Вообще, свобода демонстрации, я
вот очень многие не понимают, что это одна из важнейших базовых прав человека. Почему? Потому что, к примеру, есть человек, его обидел, к примеру, совершенно незаконно прокурор, у которого там родственник судья. И человек идет, пишет в прокуратуру, допустим, вышестоящую инстанцию о том, что вот ваш сотрудник у меня отобрал бизнес, к примеру. Пишет заявление, рассматривается, к примеру, это дело, общественный резонанс, и, соответственно, расследует, и дело уходит в суд. И этот обидчик, прокурор, договаривается с судьей. И все. Значит, какой путь есть у человека? Это попросить помощи у общественности. А как попросить помощи у общественности? Это выйти на демонстрацию с плакатом. Вышел, вот такой-то прокурор меня обидел. Тогда уже СМИ подключается, там, эта информация распространяется и так далее и тому подобное. Свобода демонстраций, митингов, там, пикетирования и так далее, шествий, это одна из самых важнейших вещей, которую мы должны защищать. Спрашивает Наум 88. По улусам почему не работали? Про тебя люди вообще не знают. Вообще у нас, как вы заметили, компания не такая широкая на самом-то деле, потому что у нас со средствами не очень хорошо. У нас нет денег. Вот почему. А так бы мы бы поехали по районам. Поэтому я надеюсь на вас, что вы поговорите со всеми своими родственниками и друзьями, которые живут в районах, что нужно проголосовать за нормального кандидата, за Анатолия Наговицына. Я надеюсь на вас, я уповаю на вас и прошу вашей помощи, чтобы вы поговорили со всеми своими родственниками и друзьями в районах. Вопрос от Якташа. Вот про возврат пенсионного возраста. Как ты думаешь, это реально ли и нужно ли? Ну, это нужно. Это нужно для тех людей, которым уже перевалило больше 35 лет. Потому что эти люди уже работали и платили, и рассчитывали на то, что они на 5 лет раньше выйдут на пенсию, чем сейчас. Вот этим людям обязательно нужно вернуть старый возраст, пенсионный возраст. А вот по поводу новых молодых людей, ну, молодых, с ними по этому поводу уже вопросы есть, возникнут. Вот, и еще, ну, прямо вернуть, скорее всего, не получится старый пенсионный возраст. Но мы, по крайней мере, должны к этому стремиться и сделать все возможное, чтобы сделать это. Вот. А тем, кто уже от 35 и выше, вот этим людям обязательно нужно вернуть старый пенсионный возраст. Почему? Потому что они уже заплатили по старым правилам деньги. И еще самый важный момент. Это важнее, чем возраст выхода на пенсию. Все пенсионные накопления человека должны переходить наследнику. Это его деньги, которые он копил всю жизнь. У нас по наследству переходят только долги. А вот то, что человек накопил, не переходит. Это неправильно, я считаю. Что думаете насчет заявления Шойгу, спрашивает Ларионова А0011. Это, наверное, про постройку 5 городов-миллионников в Сибири. Но он просто не знает, что сказать, и выдумывает всякую чушь и все. Но нам бы свои города существующие благоустроить, там, переселить людей с аварийных жилищ. Вот. Он просто чушь какую-то несет и все. И еще там еще закрадывается, это же по Фрейгуту, закрадывается мысль, там, построить новый город, это огромная стройка, на которую можно попилить деньги. Вот у них всегда мысли в этом направлении работают, как мне кажется. Гриш Петров говорит, что ты похож на Славу Марлоу. Ты знаешь Славу Марлоу? Да, знаю, я не похож на него. Не считаю, что я на него похож. Нет, блин, а я реально думаю, что похож. Ну ладно. Так. Сейчас многие будут голосовать за Яблоко. Не получится ли так, что ни КПРФ, ни Яблоко не наберут нужного процента? Но, видите, тут мы...
Да, мы разделяемся с мнением с Анатолием. Естественно, он поддерживает свою партию. Я высказал свое мнение насчет КПРФ, и мне кажется, шансы у них гораздо выше. И по Якутии, мне кажется, важнее, чтобы... Ну, у них реально шансы выше, как бы, потому что люди знают в регионах. Но скажи, Анатолий, свое слово, и пускай люди выбирают уже. Я думаю, КПРФ все-таки пройдет в Государственную Думу по другим регионам. А по нашему региону нету ни одного представителя КПРФ нормального вообще ни одного нету здесь у нас в Якутии. К сожалению, это так. Ну, который в списках выдвигающихся от партии КПРФ. От нашего региона нету ни одного нормального человека. С другого региона там пройдут, не переживайте. Вот. А здесь мы в Якутии сможем увеличить процент голосов партии Яблоко. Соответственно, больше будет депутатов от партии Яблоко. Депутатов, которые за свободу, за демократию и за европейские ценности. Поэтому я вас призываю голосовать также по партийным спискам за партию Яблоко. Так, а что вы думаете насчет загрязнения нашей природы промышленными компаниями, Алроса, например? Еще ваше мнение насчет строительства атомной станции в Устнере? Да. В Усть-Куйга собираются построить действительно новую экспериментальную атомную электростанцию. И мы категорически против строительства вообще новых атомных электростанций. Во-первых, атомная электростанция, она очень дорогая. И она окупается только на словах, потому что атомную энергию субсидирует государство, то есть она оплачивается из наших карманов. Во-вторых, что-либо может случиться, если с атомной электростанцией что-то случится, загрязнение будет очень сильным, и последствия будут сохраняться тысячелетиями. Поэтому надо исключить прямо даже хоть там 1% вероятность, что там будет авария, радиоактивное загрязнение. А как это сделать? Просто не строить новых атомных электростанций и все. Более того, в Усть-Куйга собираются поставить реактор от ледокола. С такими реакторами уже 2 раза были аварии, уже 2 раза происходили аварии. А в условиях изменения климата у нас природа меняется. Север, что будет в будущем с севером, мы не знаем. Какой у них будет ландшафт, какой климат, до скольких градусов будет опускаться термометр зимой, к примеру. Изменение климата же она не только идет в одно направление, теплее и теплее становится, но и также короткий промежуток времени могут быть экстремальные холода. Там минус 70, минус 80 и так далее и тому подобное. Вполне это возможно. У нас природа прямо сейчас непредсказуема. И нельзя рисковать. Нельзя рисковать нашей природой и водой. По поводу воды. Вот мы должны беречь свою воду. Воду, природу, экосистему, абсолютно все. Потому что будущее богатство будет у тех, у кого есть пресная вода. Надо защищать нашу природу и пресную воду. Скоро биоресурсы будут самыми ценными. Так, вот пишут, я тут сам отвечу, блогеры Якутии будут поддерживать Наговицына, но смотря кого вы имеете в виду, потому что блогеров очень много разных, я блогер, да, я поддерживаю Наговицына, например, а Александра Копцева тоже поддерживает, например. И я думаю, что после интервью, да, люди сделают какие-то выводы, и ближе к дате выборов наверняка кто-то тоже выступит. Мэр Нюрбы поддерживает. Вру, мэр Нюрбы, он скорее не поддерживает, он против Тумусова, да, но он сказал дорогу молодым, поэтому как бы это его наставление, да, и они присоединятся, скорее всего, позже. Если вы говорите о блогерах, которые ведут развлекательный контент, то, не знаю, там уже как они захотят сами, я за них не знаю, какого они мнения. Вот. Что думаете? Так. Разделяете ли мнение Явлинского насчет Навального? А какое у него мнение? Я не знаю.
Я не разделяю мнение Явлинского насчет Навального. Я разделяю официальную позицию партии «Яблоко». Было заседание бюро партии «Яблоко» в апреле этого года, где черным по белому написано, что Алексей Навальный политический заключенный, который должен быть немедленно освобожден, а факт его отравления должно быть расследован. Это официальная позиция партии «Яблоко». Я разделяю официальную позицию партии «Яблоко». Вот. А личное мнение Григория Явлинского я не разделяю. Мы партия «Яблоко». У нас бывают разные видения. Мы живая партия. Мы не голосуем как КПСС, либо в «Единой России» все как один. Там Путин что-то сказал, и все прям за. Мы обсуждаем постоянно. У нас бывает разногласия. По поводу выдвижения депутатов в Государственную Думу, мы 2 дня до 3 ночи сидели, обсуждали эти вопросы. Спорили, чуть ли не ругались. Ну, вот, всякое там было. Ну, это называется действительно живая партия, где у каждого есть свое мнение, и мы приходим к решению путем голосования. Не боитесь, что вас могут посадить или надавить на вас из-за поддержки Навального? Ну, это может произойти, но меня это не останавливает. Я полностью даю себе отчет в том, что меня могут посадить и даже убить. Ну а что делать? Надо же правду говорить. Кто-то же должен делать это. Насколько сильно упал рейтинг Илдархана после летних событий? Да черт его знает. Упало? Ну, по-любому упало, да? Насколько упало? Да, насколько упало, трудно сказать, но я думаю, намного. И все наконец-то увидели, что этот человек думает только о себе. Вы вспомните даже, когда он мэром стал, он сжигал здесь деревянные дома в городе Якутске, в центре города Якутска, сжигал, чтобы не давать людям новое жилье. И просто, чтобы отнять у них территорию. И там построили новые многоэтажки. Этот человек ни перед чем не остановится. Он и сжигает дома. Еще был случай, когда пытались поджечь дом прямо с людьми, которые спали внутри дома ночью. И еще по Петра Алексеева вспомните, как этот человек дал приказание зимой, там, в октябре месяце, отключите отопление дом и отключите это электричество. Их прямо вынудили покинуть свое жилище, чтобы отнять у них землю. А потом он еще там попытался договориться опять с каким-то Яном в конце фамилии, чтобы он там огромный дом построил. Но все-таки люди отстояли и не позволили этому произойти. А по поводу людей, которых выгнали из их собственного дома, есть еще семьи, которые свое жилье не получили. Им нужно выдать жилье. Прямо в центре. Не прямо в этом же месте имеется в виду, но в этом районе где-нибудь. И еще я хочу отметить по поводу того, что рядом с торговым центром «Олимп» там отняли Сахатранснефтегаз, собирается построить дом, и людей выселяют на окраину города. Я считаю это совершенно неправильно, потому что, да, они там считают, что, конечно, деревянный дом оценивается по меньшей стоимости, но нужно же учитывать то, что их дом стоял в центре города Якутска, и им нужно выделить жилье тоже в этом районе где-нибудь. Это так справедливо. Так государство должно относиться к своим людям. По справедливости. И законы у нас должны быть по справедливости. А то, что они сейчас говорят о том, что это законное решение, так немцы тоже, согласно закону, сжигали людей в печах. Вот что я хочу сказать. Когда нет справедливости, то и закон несправедлив. Что думаешь насчет умного голосования? Хороший вопрос. Да. Насчет умного голосования, это очень хороший вопрос и очень сложный вопрос. Вы все в курсе
позиции большинства членов партии «Яблоко». Ну, у меня есть собственное мнение по поводу умного голосования. Умное голосование, оно действительно может очень эффективно сработать в городах-миллионниках. В городах-миллионниках он действительно точно будет работать. А по поводу других городов и субъектов Российской Федерации, ну, я затрудняюсь ответить. Я не знаю, сколько там людей зарегистрировано. Вот. И по поводу мэрских выборов, можно сказать, умное голосование призвало проголосовать за Виталия Ведина, но ему не хватило 3000 голосов. И тут у нас получается два варианта. Либо в умном голосовании мало человек зарегистрировано, либо Виталий Ведин не смог консолидировать, не смог убедить избирателей, что он действительно будет представлять интересы обычных людей. Вот. Либо. Но тут сложный вопрос. Статистику я не знаю, сколько людей зарегистрировано, я не знаю, информацию такую не выкладывают. И не зная цифр, я не буду от балды придумывать и говорить просто неправду. Я не знаю, что думать по поводу умного голосования именно конкретно в нашем регионе. Но точно уверен, что в городах-миллионниках, в больших городах умное голосование действительно может сработать с очень большой долей вероятности. Еще хочу добавить, вот умное голосование это действительно инструмент, но это очень опасный инструмент на самом-то деле. Потому что может пройти какой-нибудь националист и так далее. Было же у нас в Новосибирске, что он там националисты выдвинул умное голосование. Вот. Не совсем, как бы ни старались Волков и его команда, за всем они не смогут, за всеми регионами, за всеми кандидатами прямо все изучить, я думаю, не смогут. И именно поэтому они проводят опросы по поводу того, что там, по поводу агитации. Соответственно, и по поводу... Сейчас они еще будут спрашивать местных аналитиков и публицистов. Но у нас в Якутии аналитик и публицист как бы один, это у нас считается Виталий Ведин, он за Тумусова. И что он скажет? С большой долей вероятности он скажет, в оппозиции у нас Тумусов. Вот и все. Так что думайте. Поэтому у нас сложная ситуация в нашей республике. Поэтому я призываю каждого из вас поговорить со всеми родственниками, прям со всеми, и с дальними тоже, и со всеми друзьями, и их попросить, чтобы они поговорили со своими родственниками и друзьями. Мы это сможем сделать. Нас не так много. 1 миллион человек всего лишь. А право голоса, 18-летних, сколько там тысяч было, я забыл цифру точно. Помнишь? 18-летних конкретно или общее количество избирателей? Общее количество избирателей 646 тысяч. 646 по возрасту я не вспомню. Мы можем охватить, если постараемся, огромное количество людей. Поэтому на умное голосование не стоит рассчитывать. Конечно, если он меня поддержит, это будет отличная новость. Но рассчитывать нужно в первую очередь на себя, не на других. Ага. Я хочу обратиться ко всем, кто смотрит этот эфир и кто посмотрит в записи. Если даже вы не будете за меня голосовать и собираетесь голосовать за других кандидатов, я вас прошу, сходите на свой избирательный участок и, главное, проголосуйте так, как вам велит ваше сердце. Спасибо большое всем, кто присоединился к нам. Я обязательно сохраню эфир, выложу его в YouTube. Спасибо, Анатолий. Дерзай, мы за тебя. Да, и пусть тебя не снимут, пусть эти выборы пройдут честно. И действительно, как сейчас завершил Анатолий Наговицын, нам честно не важно, за кого вы проголосуете. Главное, придите, хотя бы просто придите, проголосуйте за того, кого хотите. Хоть за кого, вот честно уже. Да, потому что явка катастрофически низкая. И на самом деле демократия придет к нам только с явкой. Да? Вот на данный момент, допустим, вот те 37 или 44%, когда приходит только половина, это сущий кошмар. Да? Если бы это хотя бы было бы 65%, это было бы очень хорошо. Поэтому, пожалуйста, убеждайте своих близких, родных приходить на выборы, пускай голосуют за того, кого хотят, но голосуют от сердца. Спасибо большое всем. Всем пока.